Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 13 сентября 2020 года. Это воскресенье. Посмотрим, что обещает нам день. Карта старшего аркана Иерофант выпадает. Что будет помогать? Королева жезлов. Что будет мешать? Двойка мечей. Карта на сегодняшний день обещает, что мы будем заниматься вопросами семьи, мы будем сталкиваться с какими-то темами сегодня, которые связаны с нашими ценностями. Да? Это могут быть ценности в прямом значении, да? Это то, что касается денег, распоряжения нашими деньгами, как мы в семье, вот именно между членами семьи, как распределяем деньги. Также здесь могут быть вопросы и ценностей духовных, ценностей моральных. То есть все это сегодня может вставать перед нами, да, на первый план выходить. Также эта карта очень часто обрядовая. Мы можем здесь либо какие-то торжества посещать, связанные, может быть, семейными традициями, да, может быть, это именины чьи-то, крестины или еще что-то такое, да, очень часто и свадьбу тоже показывает эта карта, кто-то будет, значит, и как бы на таком мероприятии находиться. Вообще, пятерка старшего аркана – это карта, которая говорит о том, что мы обязательно должны сегодня чему-то научиться, сделать какой-то важный выбор. Может быть, нам потребуется совет человека, который вот твердо стоит на ногах, которого мы уважаем. Может быть, нам поддержка потребуется, опора какая-то сегодня. Давайте посмотрим, чего больше всего это касается. Девятка мечей. Нам трудно решиться на какое-то действие. Мы имеем много планов, у нас много мыслей, которые нас беспокоят. И вот нужен совет человека, который со стороны как бы непредвзятым таким взглядом, да, окинет нашу проблему и скажет: да, действительно, ты прав, действуй в эту сторону, да, или наоборот, нет, это все не имеет смысла, да, в эту сторону лучше не идти. Ну вот что-то такое вот нам важно получить какой-то совет. Еще у нас могут сегодня возникнуть вопросы наших прав и обязанностей, да, и вот либо будет человек, который нам будет об этом напоминать, либо кто-то будет ограничивать нас в наших правах. То есть вот здесь сегодня довольно-таки сложная ситуация может быть. Все это касается близкого окружения, людей, которые рядом с нами живут. Это семья, это соседи, это какие-то родственники близкие, дальние, да, это близкий круг. И вот разного рода, знаете, мелочи, которые мешают жить, да, вот они тоже могут сегодня выходить на первый план. Давайте посмотрим, что будет помогать. Будет помогать королева жезлов. То есть карта говорит о том, что не нужно молчать о том, что вот нас беспокоит. Нужно разговаривать об этом, нужно делиться своим мнением, нужно говорить о своих целях и планах, о том, что хочется предпринять. В общем, карта призывает нас к открытости, к тому, чтобы мы отстаивали свои интересы, свое мнение. Карта говорит также о том, чтобы мы все-таки прислушивались к мнению большинства или к традиции, которая существует в нашей семье, в нашем окружении, и тогда вот сегодняшний день пройдет вполне, ну, как бы результативно, да. То есть мы можем иметь любые планы, но если они расходятся с планами семьи, допустим, да, или близкого окружения, то вот сегодня не стоит их продвигать. А вот то, что вместе, как бы, то, что нас связывает с семьей, то, что объединяет нас с семьей, вот это стоит сегодня продвигать. То есть все равно выборочно как-то мы можем сегодня действовать. Не абсолютно все продвигать, да. То есть если, допустим, какие-то у нас будут желания эгоистичные, то вот сегодня не получится их осуществить. Скорее всего, мы встретим тогда осуждение, непонимание и так далее. А что будет помогать? Кстати, это женщина. Вот мы видим здесь мужчина и женщина, да, это, скорее всего, важные люди, которые имеют вес в нашей семье, вот они, скорее всего, будут влиять
на нас положительно, и мы можем к ним обратиться за любой помощью, за любой поддержкой. Что будет мешать? Двойка мечей. Двойка мечей – это карта либо запретов, да, то есть когда мы сами себе запрещаем быть собой, говорить о важном, говорить о том, что мы думаем, либо, может быть, не соглашаться с запретами других людей. А что еще важно сегодня не делать? Важно не конфликтовать, не скрещивать шпаги, скажем так, да? Вообще у нас двойка мечей – это карта Луны в Близнецах, то есть это общение с нашим близким кругом, которое может стать конфликтным, да, то есть вот стараться избегать именно конфликтов в семье, с друзьями, с теми людьми, с которыми мы близко общаемся. Если есть общие какие-то темы у нас, на эти темы говорим. Если мы точно знаем, что человек нас не поймет, не примет или осудит, то эти темы просто не проговариваем сегодня, потому что не тот день, когда можно решить вопросы какие-то вот такого характера. Для тех, кто в поиске партнера, десятка чаш, карта исполнения желаний. Скорее всего, здесь встреча с партнером, который может быть идеально вам подходящим. Для тех, кто в паре, пятерка мечей. Но вот здесь очень острая может быть ситуация, когда у каждого из членов семьи свое мнение, своя позиция, свое направление и так далее. И никак нет возможности договориться, да, то есть все время каждый старается как бы себя продвинуть, да, и вот из-за этого такая конфликтная ситуация. Именно поэтому, видимо, у нас здесь иерофант, это человек как бы старший в семье, да, или человек уважаемый, который может примирить, который может дать совет, или даже может быть, ну, приказать, да, то есть здесь может быть и серьезно такое влияние. Также пятерка мечей у нас карта, связанная с разного рода поездками, обучением, но это поездки в те места, где еще не были никогда. Это осуществление каких-то новых планов, и поэтому, когда мы новое что-то начинаем, мы все время сталкиваемся с какими-то препятствиями, да, потому что еще не знаем, как в новых ситуациях себя вести. Вот такого рода могут быть события. Также здесь могут быть, знаете, вопросы вот обязанностей в близком круге, в семье, у партнеров, да, вот, допустим, договорились, что у вас одни обязанности, у вашего партнера другие, и они не выполняются, из-за этого спор может быть. Любого рода договоренности могут сегодня нарушаться, и в этом сложность. Кроме того, здесь, знаете, из-за как сказать, в общем, из-за расхождения во взглядах могут быть конфликты очень даже серьезные, да, вот непримиримые просто. Поэтому вот старайтесь сегодня не продвигать такие темы, которые вот вызывают конфликты, потому что это очень остро может выйти, да, может быть очень негативная ситуация, и которую потом придется решать. Ну, даже придется выходить, наверное, за рамки ваших отношений для того, чтобы ее решить, кого-то еще привлекать к решению. Для тех, кто в ссоре, маг, то есть от вас зависит, захотите помириться, помиритесь. Работа для тех, кто сегодня работает, те, кто в поиске работы у нас. Рыцарь мечей. Карта говорит о том, что можно все-таки сегодня, несмотря на то, что выходной, да, можно поискать информацию, которая вам нужна вот для того, чтобы вашу цель осуществить. Может быть, люди какие-то встретятся, которые могут вам помочь, дать какое-то верное направление, да, где искать. Можно договориться о помощи с теми, кто вот может поспособствовать. Для тех, у кого есть работа, девятка пентаклей. Карта говорит о том, что сегодня могут приходить деньги не только к вам лично, да, но и деньги вашего партнера могут приходить. Но, знаете, вот эта карта все-таки, да, здесь могут быть какие-то покупки крупные, да, здесь мы можем тратить на что-то такое,
как бы для удовольствия, да, но все-таки нужно смотреть, чтобы мы не тратили все почастую, да, то есть все равно тут некоторые ограничения в этой карте есть, желательно, чтобы мы сами их себе устроили, то есть, ну, как бы по списку покупать, или, допустим, задумали что-то важное купить, большое, да, купили и, ну, как бы остановились, вот это важно сегодня. Для работы эта карта, ну, она, скорее всего, завершение недели, да, то есть, скорее всего, вот эта карта не предполагает работы, она предполагает отдых и наслаждение результатами своего труда. Даже если сегодня вы работаете, все-таки постарайтесь день выстроить так, чтобы какое-то расслабление было, какой-то отдых был все равно. Для тех, кто своим делом занимается, двойка чаш. Очень хороший день для того, чтобы выстраивать взаимоотношения с партнерами, с клиентами, договариваться о каких-то важных вещах, заключать сделки, которые взаимовыгодные. Финансы для тех, кто на зарплате. Королева мечей. Это очень разумная у нас дама, которая говорит о том, что все нужно рассчитывать, составлять списки трат и, может быть, платить по счетам сначала, а потом то, что остается, тратить на свои личные нужды. Да? То есть вот у вас вот такого рода распределение день. Для тех, кто своим делом зарабатывает, шестерка жезлов. Карта завершения какого-то проекта, какой-то хорошей сделки сегодня, да, то есть вы можете получить хорошие денежки сегодня. Шестерка жезлов – это у нас карта Юпитера во Льве, это обе планеты, которые любят праздники, любят траты, да, и любят ну, как бы большие деньги. Вот, скорее всего, вот именно так у вас и проходит день. Вы покупки какие-то совершаете, тратите. Заработали, да, теперь вот тратите. По здоровью карта. Карта жрица. Ну, в принципе, здоровье хорошее, но оно зависит от распорядка дня, от питания, от пребывания на природе и от хороших взаимоотношений между членами семьи. Да, хорошо бы позаботиться о маме, о старших членах семьи и вообще вот обо всех женщинах, которые вот в вашей семье есть, да, как-то стараться уделять внимание, с пониманием относиться. Давайте посмотрим итог дня. Итог дня четверка чаш. Расслабление, отдых, желание побыть наедине и подумать о важном, подумать о том, что же я хочу в этой жизни. Да? То есть вот замечательный день для того, чтобы уединиться и подумать о том, как нам дальше жить. Да? То есть подвести, может быть, какие-то итоги, оценить, правильно ли я живу, доставляет ли мне эта жизнь радость и как я хочу, чтобы она складывалась дальше. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.